Для тех, кто запамятовал, напомню, что Первая Государственная Дума начала свою работу 27 апреля или 10 мая 1906 года. Знаю, что и сегодня, и вчера Совет законодателей содержательно работал, организовывал предметное обсуждение задач, поставленных в Майском указе и в послании Федеральному собранию. Считаю принципиально важным и эффективным именно такие подходы, именно такую работу. По сути, речь идет о том, чтобы с участием членов правительства, представителей Счетной палаты, регионов и институтов развития регулярно сверять законотворческую повестку с социально-экономическими приоритетами развития России, в том числе по конкретным национальным проектам. Рассчитываю, что Совет законодателей будет строить свою дальнейшую работу в таком же ключе, профессионально, по-деловому, погружаясь в конкретные темы, волнующие граждан, значимые для развития страны. И, конечно же, в полной мере будет учитывать позицию инициативы регионов, органов местного самоуправления. Основная работа, как я уже многократно об этом говорил, да и вы и сами это уже прекрасно знаете и поняли, по реализации национальных проектов, многих других наших программ ложится именно на субъекты федерации. Именно здесь, на земле, решаются общенациональные задачи. Здесь формируется общая картина тех изменений, по которым люди судят по эффективности власти и результативности принятых законов. Но Бог с ними, с этими оценками. Для нас результат с вами важен. Вот что нужно сделать и к чему надо стремиться и чего нужно добиться. Такие шансы у нас есть, появились, таких ресурсов никогда у нас не было для решения тех задач, которые нужны для развития страны. Состав Совета законодателей, вы и сами это уже знаете, позволяет увидеть любую проблему в региональном разрезе, спрогнозировать эффект, плюсы и минусы того или иного законодательного акта для различных территорий страны, оперативно скорректировать ту или иную правовую норму, использовать лучшее из региональных управленческих и нормотворческих практик. В этой связи надеюсь, что Совет законодателей будет наращивать свой авторитет, профессиональный вес, опираясь на солидный, уже 7-летний опыт, станет играть все более заметную роль в качественном обновлении правовой базы развития России. Тем самым поможет воплощать в жизнь конституционное положение о федерализме, демократическом правовом государстве. Уважаемые коллеги, в целом от законодательного корпуса жду не только планомерной, вдумчивой, но и более интенсивной работы, деятельного участия в практической реализации каждого национального проекта, нацеленности на результат в интересах ваших избирателей, всех наших граждан. Парламентариям на всех уровнях нужно укреплять каналы обратной связи с гражданским обществом. Я понимаю, что вы и так этим занимаетесь, и так это делаете. Но тем не менее, вот в ходе реализации масштабных проектов нам нужно наладить четкое понимание, как это сказывается на практической жизни. И вовремя какие-то коррективы вносить в практическую работу. Это чрезвычайно важно для достижения конечного положительного результата. Нужно быть в полном смысле слова представительной властью, находиться в диалоге с людьми. И прошу вас активнее обновлять, модернизировать вашу текущую законотворческую практику, идти в ногу со временем. Конечно же, регламентные процедуры, требования юридической техники должны строго соблюдаться, однако это не мешает, а напротив требует большей открытости, прозрачности законотворческого процесса. В этой связи нужно быстрее внедрять новые цифровые и интерактивные технологии, насыщать информационные ресурсы законодательных органов власти на всех уровнях. Это позволит вам полнее использовать конструктивные предложения граждан, а людям объективнее оценивать нашу с вами работу. Добавлю, что при рассмотрении в парламентах особенно трудных, комплексных, межотраслевых вопросов стоит шире привлекать экспертное, научное, деловое сообщество. К примеру, без этого не обойтись при радикальной реформе контрольно-надзорной деятельности. Вот сейчас отдельно остановлюсь на этой теме, чрезвычайно важной, очень острой, тонкой. Вы знаете, что с 1 января 2021 года прежние, как правило, устаревшие, избыточные, архаичные нормативные акты в этой области утратят силу. Однако столь масштабное обнуление ни в коем случае не должно привести к правовой пустоте, к правовым вакуумам и люкам. Тем самым нарушить работу как контролирующих органов, так и хозяйствующих субъектов
И в конечном итоге ни в коем случае нельзя допустить, чтобы вот это обнуление отразилось на интересах граждан. У нас ведь, знаете, все бывает. С одной стороны, то чрезмерно начинает все контролировать, что жить невозможно. Бизнес задыхается от этих контрольных мероприятий. С другой стороны, как только все распустишь, то и со стороны бизнеса такие происходят иногда сюжеты, мы видим, что наносит ущерб потребителям. Вот нельзя допустить ни того, ни другого. В этой связи очень важна работа именно представительного уровня власти. Очень важна. Нужно тонко чувствовать, что происходит в реальной жизни. С людьми нужно напрямую общаться. Что в исполнительных органах власти сделать сложнее в силу целого ряда причин. Приняли решение, начинают исполнять. А что там происходит на земле, в жизни? Довольно сложно почувствовать иногда. А вы можете это сделать, напрямую общаясь с людьми. Обращаю внимание и парламентариев, и министров, и наши деловые объединения. Хочу привлечь к этой работе. Времени на инвентаризацию, ревизию существующих, регламентирующих эту сферу деятельности нормативных актов осталось не так уж и много. И вся правотворческая деятельность должна быть выстроена планомерно, с четкой расстановкой приоритетов, пониманием сроков. Кроме того, прошу вас активно использовать возможности парламентского контроля. Рассчитываю здесь на все, без исключения партий, их фракций в законодательных собраниях. Кстати, правильно будет вовлекать в общую работу и непарламентские партии, готовые к конструктивному взаимодействию в интересах развития страны и регионов. Умение достигать согласия и компромисса, выходить на общее решение, не боясь дискуссии и спора, это важнейший, неотъемлемый элемент парламентской культуры. Уважаемые коллеги, завершая, хочу поблагодарить вас, ваших коллег, за большую плодотворную работу, за поддержку, качественное законодательное сопровождение проектов, реализуемых в интересах граждан страны. Способность принимать порой непростые, но необходимые для страны решения. Правда, и хочу еще раз об этом сказать, и правительству говорю, и администрации президента, и вам хочу повторить. Да, иногда нужно принимать те решения, которые на первый взгляд кажутся непростыми и так называемыми являются непопулярными. Но когда мы людям объясняем, почему мы принимаем те или другие решения, к чему мы стремимся, каких целей мы стараемся достичь, принимая то или иное решение, все решения должны приниматься в интересах граждан в среднесрочной либо в более отдаленной перспективе. Когда мы разъясняем это людям, тогда совершенно другая обстановка в обществе складывается. Когда люди понимают, что власть не сама по себе существует, там в каких-то в облаках витает, а понимает, что происходит, видит перспективы развития экономики, социальной сферы и действует в интересах этого развития, в интересах людей, тогда и другое будет отношение избирателей к тем решениям, которые вами принимаются. И, конечно же, я хочу еще раз поздравить вас и всех ваших коллег, родных, близких с наступающим Днем Победы. Наш долг достойно подготовиться к предстоящему в следующем году юбилею, к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Эту тему можем обсудить отдельно. И прежде всего, конечно, речь о том, что необходимо дополнительно сделать для поддержки наших ветеранов, для защиты памяти о Великой Отечественной войне. Благодарю вас за внимание. В качестве комментария, по Дню Победы говорить нечего, полностью согласен. Собственно, согласен-то почти со всем. Вопрос, как и что реализовывать. Вот новая редакция Лесного кодекса. Не знаю, нужна там новая редакция или что там нужно еще усилить в нормативной базе. Но совершенно очевидно, что действующие нормы не позволяют эффективно работать по сохранению лесов. Хищническая вырубка лесов продолжается. И несмотря на все усилия, которые предпринимаются со стороны государства, со стороны общественных организаций, в том числе Общероссийского народного фронта, который действительно работает как на фронте, надо сказать. Вот это тот случай, когда Общероссийский народный фронт работает как на фронте. Угрозы идут, причем угрозы убийствам, угроза здоровью, семьям. То есть там очень сложная обстановка. И, конечно, я вас прошу внимательно самым образом на это посмотреть и сделать свои предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в том числе. Это точно совершенно.
Значит, по поводу улучшения демографической ситуации и распространения различных льгот на разные категории наших граждан. Конечно, чем больше, тем лучше с социальной точки зрения. Важно только, чтобы мы могли это сделать, чтобы это были не декларации, а чтобы мы реально смогли это сделать. Вот когда принимали решение по поводу льгот по ипотеке для многодетных семей, я вас уверяю, это же не просто так. Кто-то, министр какой-то пришел, предложил, и тут же это приняли. Это же счет. Сидели и многократно, просто многократно возвращались к этому счету. Где у нас доходы, какие расходы, на кого будет это переложено, сможет ли бюджет это вытащить и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, нужно думать о всех семьях, в том числе, конечно, безусловно, надо поддерживать семьи, у которых такая нагрузка, как дети-инвалиды, больные дети. Надо искать. Давайте сейчас вот, я не знаю, с чем там согласился Силуанов, считать, я не думаю, что он так с кондачка, что называется, сразу совсем согласился, но точно в этом направлении нужно двигаться, это правда. Ну и, конечно, нам нужно посмотреть, как сейчас пойдет реализация этих мер в сфере обеспечения жильем для многодетных семей. Вот практика, надо посмотреть, как практика здесь будет развиваться. По поводу того, чтобы мы заняли достойное место в ряду других индустриальных держав, это непростая задача, но в целом она абсолютно решаемая. Мы ведь говорим о чем? О том, чтобы Россия заняла пока 5-е место по объему экономики, по паритету покупательной способности, так называемой. Она сейчас занимает 6-е. На 1-м месте Китай, напомню. Китай обошел Соединенные Штаты. Значит, на 2-м месте США. Потом то ли Япония, то ли Индия. Индия, по-моему. Потом Япония, потом Федеративная Республика Германия. Разница между нами и Федеративной Республикой небольшая. Был момент, когда мы уже вышли на 5-е место. Вот. Но для нас это не просто сверхзадача. Сверхзадача другая. Изменить структуру экономики. Объем, понятно, у нас 146 миллионов человек, население, природные ресурсы и так далее. Но нам нужно менять структуру экономики, чтобы обеспечить развитие на перспективу. Вот, на самом деле, вот где сверхзадача. И повышать, многократно надо повысить производительность труда. Отсюда вытекают все другие подзадачи, которые мы должны решить, имея в виду вот эти 2 сверхзадачи. Вот над чем мы должны работать. И я вас прошу в регионах тоже об этом думать. Помогать инвесторам, прежде всего частным инвесторам, реализовывать проекты. Не создавать никаких дополнительных преград, а наоборот разбюрокративать систему принятия решений. Брать на контроль, продвигать эти бизнес-инициативы и инвестиции. Потому что привлечение инвестиций – это один из основных инструментов решения задач в сфере экономики. И для нас это крайне важно, особенно сегодня, в связи с определенными внешними ограничениями. Эффективным ответом на все внешние ограничения может быть только один. Разбюрокрачивание системы и создание условий, привлекательных для развития бизнеса. Вот если мы это сможем сделать, плевать мы хотели на все ограничения. Они вообще не будут, и часто они уже не добиваются той цели, те, кто вводит такие ограничения, которые перед собой ставят. А если мы сделаем привлекательной нашу экономическую правовую систему и систему управления, тогда вообще все задачи решим. И достаточно быстро и эффективно. Теперь по поводу обновления нормативно-правовой базы в сфере контрольной деятельности. Конечно, было бы очень хорошо, если бы мы не только на федеральном, но и на региональном уровне это сделали. И я полностью здесь согласен с Валентиной Ивановной. Конечно, нужно к этому стремиться. Нужно проанализировать все, что есть на региональном уровне. А там много завалов, полно, так же, как и на федеральном. И аккуратно, но сильно. Помните известный фильм? Аккуратно, но сильно. Вот. Нужно двигаться по направлению к решению этой задачи.
Значит, теперь компенсация выпадающих доходов для регионов. Конечно, надо всегда об этом думать. Но вы же сами сказали, что количество регионов, бюджет которых сверстан теперь с профицитом, вырос. Вот. А еще и компенсировать надо. Вот хочу вам сказать это. Когда мы что-то обсуждаем, какие льготы, он первый, кто задумывается и вслух все время говорит, как это отразится на регионах, где мы им что компенсируем, как мы перераспределим доходы и расходы между федеральным и региональным уровнем. Так что, в принципе, эта работа проводится. Да, ну и, наконец, размещение в регионах центров прибыли. Это правильно абсолютно. Нужно, конечно, над этим думать. Вот исполняющий обязанности губернатора знает Петербурга, да, еще при прежних руководителях города мы неоднократно принимали решения, которые, Валентина Ивановна сама это помнит, сама приходила ко мне с просьбой разместить здесь центральные офисы крупных наших компаний, финансовых учреждений. Именно по ее просьбе здесь некоторые из них появились. Нужно создавать центры прибыли в регионах, а не только в Москве. Это совершенно очевидно. Такая задача стоит и перед Министерством экономического развития, перед другими ведомствами. Мы над этим думаем, и это никогда не упускаем из виду. Хотя сделано здесь еще совершенно недостаточно, только первые шаги. Начну с того, чем вы закончили. У нас же был трехлетний бюджет. Не на ближайший бюджет, сейчас как мы принимаем, на год, а потом на примерная прикидка на 2 остальных. У нас был бюджет на 3 года мы принимали. Просто в связи с турбулентными процессами в мировой экономике мы от этого вынуждены были отказаться, поскольку достаточно сложно выстраивать ясный, понятный и, что самое главное, такой стабильный прогноз развития и исходя из этого считать доходы и расходы. Доходы прежде всего. Поэтому вынуждены были перейти к одногодичному бюджету с тем, чтобы корректировать, показывать примерные направления развития на ближайшие 2 года и иметь возможность их как-то корректировать. Но с учетом того, что в целом нам понятно, откуда мы будем брать, из каких источников те деньги, которые предусмотрены для национальных проектов, скорректировать в том направлении, которое вы предложили, расходы по этим нацпроектам, наверное, возможно. Надо подумать, я попрошу Антона Германовича с коллегами вместе с Минэкономразвития, с Минфином прикинуть. Это, в принципе, конечно, это бы придало большую стабильность работе по нацпроектам. Это очевидно. Теперь по поводу доведения финансов. Вы знаете, я обратил на это внимание председателя правительства, заместителя председателя правительства. Правительство коррективы определенные внесло в доведение средств. В целом где-то около 25% доведено до регионов. Но то, что в регионах только 5%, это, конечно, плохо. Правда, деньги, может быть, пришли совсем недавно. Это понятно. Нужно активнее разворачиваться. Это касается, понятно, что есть процедура, конкурсы и так далее, но нужно заранее к этому готовиться. Ясно, что деньги будут, они имеются, все прописано. Вопрос только в технике их получения и, может быть, в каких-то сроках. Поэтому я вас прошу, и коллег в регионах прошу, губернаторов, руководителей регионов, готовиться к этим конкурсам заранее. Здесь ничего страшного нет. Понятно, что есть законом предусмотренные вещи, которые не перепрыгнуть, это все понятно. И заранее в соответствии с законом ничего сделать нельзя, но подготовку-то можно провести. И потом быстрыми темпами реализовать эти планы и задумки. Что касается семей с инвалидами, я уже сказал, правительство это посчитает. Будем исходить из того, что это такое поручение у правительства уже есть. Что касается льгот при ипотечном кредитовании, при использовании мат-капитала, вы абсолютно правы. И, безусловно, должны быть внесены изменения в нормативную базу, в том числе
при функционировании финансовых учреждений. Обязательно. Там нет ничего, что реально ухудшало бы положение заемщика, потому что 6% ипотека гарантирована государством, она обеспечена государством. Поэтому я здесь не вижу никаких проблем. Это чисто технический, мне кажется, вопрос. Обязательно поработаем над этим. И я прошу Антона Германовича пометить, да, потом в Москве мне об этом доложить еще отдельно. Хорошо? Значит, нужно нормативную базу, которая не дает возможности работать по малокомплектным школам в том объеме и в том ключе, о котором вы сказали, лишает доступа к финансированию. Знаем мы, что такое малокомплектные школы, знаем их дороговизну, знаем все. И это касается и медицины то же самое, но людей нельзя оставить без образования, без медицины, даже в небольших населенных пунктах. Это особенности нашей страны. Большая территория, особенно там в Сибири, за Уралом, с 12 миллионов человек живет всего. Поэтому, если мы не хотим, чтобы эти территории обезлюдили совсем, значит, придется за это заплатить. Поэтому, аккуратно надо делать, но делать нужно. Поэтому я прошу Ольгу Юрьевну на это обратить внимание и сделать соответствующие предложения по всем этим озабоченностям, которые сейчас коллега высказала. Что касается истории, тоже согласен. Но, к сожалению, все в таком режиме у нас. Ясно, что мы должны уделить больше внимания, необходимое внимание физике, математике и другим наукам, естественно. Но то, что создает нашу идентичность, мы забывать не должны точно совершенно. А если мы это упустим, то тогда даже все наши достижения в сфере экономики, они пойдут прахом. Поэтому я прошу вас тоже над этим подумать и сделать соответствующие предложения. Теперь по поводу того, что детский отдых как бы не вошел в нацпроекты. Это, конечно, важнейшее направление детства, детский отдых летний, тоже очень важная часть. Но в нацпроекты не можем завести даже все достаточно важные вещи. Мы же туда упаковываем такие фундаментальные вещи, от реализации которых дальше будет зависеть и наш успех по другим направлениям, в том числе и по тому важному направлению, о котором вы сейчас упомянули. Уважаемый президиум, уважаемые коллеги-депутаты, о Дальнем Востоке мало кто из этого окружения скажет, а я скажу. Великолепный форум прошлогодний, президиум Госсовета, великолепная программа. Вот Силуанова хвалить вначале, Владимир Владимирович, но мне кажется, рановато. Почему? Вы призвали опережающее развитие Дальневосточного федерального округа, а это значит выше среднерайонного по-российски. И здравоохранение, и все другие направления. Значит, на сегодняшний день, чужих тут никого нет, к сожалению, Забайкалье, Бурятии вошли в Дальневосточный федеральный округ. За прошлый год уехало и уедет более 20 тысяч. При всем при том, видимо, какая-то проблемка не дошли. Наш комитет по региональной политике Северо-Дальний Восток почти на 90% избранные по северам. Все в один голос говорят, та пенсионная реформа, которая произошла, но как бы мотивацию необходимо ставить для того округа. Тем более мы подсчитали, если мы вернемся, по крайней мере, к советскому выходу на пенсию, это примерно 1 200 000 человек. Деньги небольшие. Но если для молодежи сегодня появится возможность, здесь улыбаются, сидят, а на самом деле молодые люди. Если сегодня мы прекрасно понимаем, да плюс еще детки рождаться, а женщина, если будет уходить 55 при рождении 3 детей, конечно, поздновато. Поэтому, Владимир Ильич, надо, наш комитет, мы уже с этой инициативой выступаем, просчитываем все варианты, применительно к Дальневосточному федеральному округу, надо вернуться к этой системе. Чтобы выход на пенсию, то, который был. Там небольшой охват, там 1,5 200 000 человек всего. То, о чем Вячеслав Викторович говорил, абсолютно правильно. Вот сейчас, в эту минуту, необходимо подводить итоги работы за первый квартал. Пусть даже турбулентные, не всевозможные там веяния были и будут, объявим регионам, урезается финансовое обеспечение в таком-то направлении. И сегодня, по большому счету, подводить нужно итоги первого квартала. Чтобы не расхолаживалось руководство в масштабах и региона, и страны. Если вы сегодня, вы правильно
Значит, выслушали, и Вячеслав Викторович говорит, к июлю мы только развернемся. Проектно-сметная документация, техническая ревизия, значит, всевозможные конкурсы. В Сибири, на Дальнем Востоке уже зима вот он накатывает. Поэтому необходимо, я думаю, что на будущий год немножко повернуться назад, федеральный бюджет утверждать, послание выступать и потихонечку начинать работать. О рождении детей сегодня, демографии. На телевидении необходимо посадить либо мужчина, либо женщина. Сегодня тогда, когда встречаясь с населением, люди говорят, а ты сам-то сколько родил? Ты еще нас агитируешь, 3, 4, 5 родит, а ты сам-то сколько родил? Но я говорю много, не раскрывая, так сказать, секреты. Но и сегодня тогда, когда призывает 6 дочерей, 1 сын, 6 внуков, правнучка растет. Поэтому сегодня надо, чтобы на телевидении люди говорили, те, которые умеют рожать, умеют воспитывать, кормить и поить. А так, по большому счету, 2 дня работали, сегодня необходимо, и сегодня как раз я позвонил, не буду говорить, какой район, с главой района разговариваю, я говорю, денежки-то подошли, все расписано, все прописано, областным советом приняты все программы. На сегодняшний день копеечка не подходит, а работать надо, посевная, заготовка кормов, уборка, и пошло, и поехало. Поэтому задачи определены, надо работать, контролировать и спрашивать, кто плохо работает. Спасибо. Что касается пенсионных вопросов, то это очень чувствительная и болезненная тема. Лучше бы вообще ничего не трогать, как и делали в советское время. Хотя говорили, что надо, но никто так в советское время ничего и не сделал. Потом сказали, надо в 90-х, потом сказали, надо в начале 2000-х, и никто ничего не делал. Все оставили нам. Значит, а так, конечно, лучше бы ничего не повышать, а наоборот понижать бы. Конечно. Чего там говорить? Значит, можно ли в разных регионах страны ввести разные правила выхода на пенсию? Это надо как следует посчитать. Это надо, вот здесь все сидят, как практически представлена вся страна, руководители законодательных органов всей страны на самом деле. Как это посчитать? Это мы с вами так можем запутаться, да? Сколько человек прожил здесь, сколько там, сколько в Хабаровске, сколько в Владивостоке, а сколько в Орле, сколько в Петербурге. Людей простых надо слушать постоянно и ориентироваться на их мнение. А ответственные решения нужно принимать тем, кому доверено это делать. И нельзя уклоняться от принятия решений и перекладывать на плечи простого человека. Сказать, вот вы там сказали, а мы вот так поступили. Или не поступили, потому что преступления, как известно, могут быть совершены действием и бездействием. И мы с вами бездействовать не можем. Нам нужно работать. Но, конечно, нужно точно совершенно понимать, что происходит в жизни, как это отражается на людях. Совершенно очевидная вещь. Значит, по доведению средств по нас проектам, конечно, здесь уже коллеги высказывались, я полностью согласен, надо этим позаниматься поподробнее. В чем огромные преимущества нашей страны, многонациональной, многоконфессиональной России? Мы имеем возможность, и часто делаем это, берем все самое лучшее, что есть у разных народов, которые живут в Российской Федерации. Берем все самое лучшее, и культивируем, развиваем это, и используем на благо всей страны. Вот, и я очень рассчитываю на то, что мы так и будем делать в дальнейшем. Я хочу попросить у вас извинения, я не смогу ответить на все вопросы, потому что мне уже нужно переходить к еще другим мероприятиям, и надо уже уезжать. Хочу вас поблагодарить за работу в предыдущий период и пожелать вам успехов на предстоящий. Спасибо большое.